Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся в районе оврага Богоявленского родника, или ручей Эрифлей называется ручей жизни, или источник в честь Казанской иконы Божией Матери. И вообще это один из истоков реки Саранки. И у нас интервью с Николаем Андреевичем Кручинкиным, основателем и исполнительным директором Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск». Николай Андреевич, а правильно ли я географию понимаю, что наш Саранск наклонен с запада на восток, и поэтому овраги прорезают город, и в том числе эти овраги образуются из того, что вода течет как бы с запада, и в том числе мы видим здесь овраг, потому что этот ручей столетиями прорезал, когда он тек из лесов в Саранку, прорезал эти овраги. Или другое происхождение этого оврага? Нет, конкретно этого врага однозначно так. А то, что Мордовия с запада на восток, да. Саранск именно. И Саранский, самая высокая точка это Чамдинский район Мордовии, поэтому и восточные у нас более ровные районы и пойменные более. А то, что и в конкретном месте, здесь можно везде найти овраги, которые из запада на восток, из севера на юг, и как угодно. Это зависит от высоты. Есть небольшая высотка, от этой высоты уже, как получается, водораздел и в разные стороны могут. А конкретно по этому месту получается именно так. А когда там не было запруды, уровень воды здесь был намного выше, да? Ну, это нам трудно сказать, потому что, когда мы пришли сюда, эти запруды уже были, но то, что есть родники здесь, и повыше наверняка есть родники были, это говорит о том, что ручей тек, и как и в этом году, и в разные годы, может быть, всегда от родников зависит. Если сухой год, родники высыхают, и вода мельчает, или совсем эти ручьи высыхают, когда хороший год, влажный год, тогда она более полноводная. Поэтому и на овраги больше влияют не эти воды, которые из земли выходят, а больше верхние воды, это половодья весенние и дождевые. Поэтому, если распахивается земля кругом, вымывается там и грунт в зависимости какой, поэтому здесь так и образуются овраги. И они вымываются именно этими сточными водами, которые верхние воды. А примерно в каких годах запруду сделали? Ну, я так слышал, что это в районе где-то в конце 60-х годов. Угу. И на Саранке там цепочка прудов, каскад прудов есть на этих оврагах. Председатель Совета старейшин мордовского, как сказать, подразделения казаков, к сожалению, забыл, как у них называется структура пальчиков, он в юности здесь рыбачил на этих прудах, и один из тех, кто был там рыбаком, его называли расстрельщик, с ним никто из рыбаков не общался, с выбитыми зубами, и он с другом познакомился с ним, и в том числе они как-то шли для удилища искать палки, и зашли как раз в этот овраг, и тот человек, расстрельщик, тогда сказал, что их здесь так много, нужно им бы хоть здесь крест поставили. А тот пальчик тогда не знал, о чем он сказал, и только через десятилетия связал раскопки, обнаруженные с теми словами того, кто здесь такую... Значит, что я вам хочу сказать, Николай Андреевич. Прокомментировать тут нечего, да, по поводу этого? Здесь единственное, я могу добавить, что я слышал тоже, когда делали запруду и появлялись человеческие останки, но именно то, что под прудом они могут быть, я даже сомневаюсь, потому что грунт на эту запруду не оттуда, и что-то оттуда брали, но и снизу. И поэтому они могли зацепить отсюда снег. Угу. Пойдемте немного спустимся, Николай Андреевич. Я вам хочу рассказать, что в этом году, благодаря поручительству руководителя Мордовского регионального отделения мемориала первого президента Мордовии Василия Дмитриевича Гуслянникова, на конкурс микрогрантов Международного общества «Мемориал» заявки подали 4 человека. Анжелика Владимировна Горбунова,
с проектом увековеченной памяти основоположника рязанской профессиональной поэзии Ильи Петровича Кривошеева. Татьяна Ивановна Зеленеева о педагоге и ученом-агрономе Павле Васильевиче Жилинском. Владимир Кузьмич Абрамов недавно подал заявку. В ней он попросил финансирование на новый том финно-угорского мартиролога жертв политических репрессий в СССР. И Сергей Николаевич Цыганов. Вот одну заявку он уже победил, была одобрена. И мы сейчас посмотрим результаты работы, насколько он эффективно израсходовал, использовал финансирование. И вторую заявку он подал на продолжение вот этих работ по благоустройству территории. Он поставил задачей положить начало будущему Богоявленскому мемориалу, мемориальному комплексу, или в каком-то роде инфраструктуре мемориальной. И по второй заявке он в том числе хочет организовать поиск ранее неизвестных мест массовых захоронений, вот, в частности в Саранске. И вот у меня к вам вопрос. Когда вы вместе с Владимиром Кузьмичем Абрамовым и другими, теми, кто размышляли на эту тему поиска мест массовых захоронений репрессированных, вот вы когда беседовали, какие, вам кажется, еще возможные в Саранске места захоронений имеются? Ну, однозначно надо и в этом районе еще проводить разведывательную То есть, работу. когда я говорю на километр, тут все гарантированно нет, я преувеличиваю, да? Не Я было думаю, такой возможности. что нет, потому что эта структура НКВД это место организовала. И как бы мы не показывали, НКВДшников, такие они, тем не менее, они все равно придерживались буквы закона, согласно которому захоронения и прочее можно было делать только в определенных местах. Эти места должны быть отведены. И если отводили место, то в другое место они не имели права куда-то возить и захоранивать. Конечно, они всего лишь исполняли законы, на Да, них сваливать. вот. Там принимает Верховный Совет, партия. А те, кто не исполняет из НКВД, их репрессировали быстро бы. Поэтому они Поэтому то, что исполнители было всего лишь. отведено, видимо, это место, и я думаю, вот здесь локализовать можно. Хотя, может быть, есть вероятность того, что где-то еще и другие такие отведенные места, которые нам пока неизвестны. То есть вы считаете, что возможно, что места захоронения в Саранске только в этом месте, исходя из того, что только это место, оно принадлежало НКВД. Но была ведь и другая поляна НКВД, там в районе Зеленой Рощи вроде бы. Говорили, это, все это слухи, и нас даже приводили на место, где много выемок, много копок, и вроде похожие на что-то такое. Когда мы проверили, это оказалось банально, это был полигон Саранского пехотного училища, которые там рыли окопы, копали блиндажи и прочее. Вот эти места остались, а люди провели ассоциации и считали это место вот таким. А когда вот то, что это место принадлежало НКВД, это ведь тоже, наверное, были слухи, наверное, документы вы не видели, что это место закреплено за наркоматом? Это мы можем только логическую цепочку выстроить, а так, Обратная связь. естественно, такого документа нет, мы не видим и, может быть, не увидим. Вот. Но теоретически, может быть, потому там не нашли, потому что было мало, а здесь искали больше 100 человек. Нет? Там сколько вас было? Вот ту территорию исследовали? Нет, там тоже у нас человек 30, наверное, было. И мы делали пробные шурфы, все это делали, все смотрели. Но ничего такого не было там. Чисто именно военное. Наоборот, вот подтверждение там что-то военное было, бытовое, солдатское было. Поэтому сразу мы отмели то место. А Полян 1, Полян 2, это что значит? Это вообще откуда такие названия? Не знаю. Я этого не слышал. Нет. Может быть, я что-то придумал или Это нет. Это не не мое. так интерпретировал. Нет, не сейчас, а вообще не слышали такие выражения? Нет. Ну, может быть, я у Владимира Кузьмича как-то слышал, что это одна из двух, а вторая там. Ну вот вы говорите, три десятка человек, и не удалось найти. Нет, следов не нашли мы там.
И здесь же, ну, может быть, где-то другие места есть. Бог его знает, территория большая, поэтому все невозможно посмотреть, не имея документов, не имея что-то, подсказку какую-то. Только по 2 книгам памяти, по-моему, 2400 человек было, Реабилитировано. да, из расстрелянных только. Если тут, допустим, 700, где остальные? Но книга памяти не дает, и не говорит, что это именно в Саранске они расстреляны или в Саранске похоронены. Они там только приговор, и приводили этот приговор в исполнение в Саранске или где-нибудь в Казахстане, это вопрос такой. А требует помещены уточнения, они именно в поэтому книгу памяти Мордовии, потому что они... Они просто уроженцы Мордовии. Да. Ну там были не только уроженцы Ну, Мордовии. они, может быть, здесь жили, может, отсюда здесь как-то проживали и прочее. То есть проходили через мордовское НКВД, мордовские эти, поэтому... А где они... То есть, возможно, сидели? Это же процесс реабилитации шел уже в 50-х годах, и в 70-х годах. Вот, когда процесс реабилитации пошел, люди подавали заявление, подавали прошение на реабилитацию где-то. Вот, и рассматривали. И поэтому могли его здесь, ему дать 15 лет, а судить, и сидел он, может быть, где угодно. В Сибири, как угодно, где угодно. Поэтому то, что в книге памяти судьбы вот такие, это не значит, что они все именно в Саранске. не значит. Мордовии. Но все-таки вам кажется, что меньшинство из тех, кто был реабилитирован из расстрельных, захоронены в Мордовии? Или вряд ли, Нет, что я не могу меньшинство? утверждать, потому что я не вижу, где Нельзя. они похоронены. Понятно. Высшие меры Понятно. вижу, что расстрел, а где их расстреливали, это абсолютно. Не имея документов. Но не все-таки в могу Саранске какое-то место еще может рассматриваться как возможное? По каким-то слухам, привязкам к объектам? Слухи были, вот тот же юго-западский, тоже в сторону Атимара там говорили, что где-то что-то, но нигде мы ничего не нашли. А пока не нашли, я утверждать не могу. А найти не можете, потому что не доверяем слухам. Такая взаимная Любой зависимость. слух это слух, и слухи надо проверять. И то, что мы проверяли эти слухи, и то, что смотрели, и не подтверждалось, поэтому это остается слухом. Вы только один слух проверили, не подтвердился, да? В юго-западе, на юго-западе? Нет, мы в сторону Атимара ходили, Да? тоже там где-то что-то смотрели. Угу. Вот, и по Ардатову смотрели, тоже пока не подтвердилось. Нашли. Хотя точно показывали, стоит крест около дороги. Люди вроде бы были, которые знали, что вот именно там похоронены. Мы приходили, там и экскаватор нанимали, чтобы легче было шурфы делать и прочее. Оказалось, все пусто. Вся территория вокруг креста была пустой. Это тоже примерно в середине 2000-х, да, после этой? Да, после этого, да. Смотрите, еще есть такая информация, тоже подтвердите или опровергните, что почти при каждом заводе, по крайней мере в Саранске, была колония. Вот известно, что при кирпичном заводе была колония, номер не помню, а при резинотехнике до сих пор она существует, заброшенное здание и вышка колонии. Это колония номер 12. Еще одна колония была химия. Тоже вот, то есть несколько колоний в центре Саранска. Что вам известно об этом из того, что можно рассказать телезрителям? И если там захоронение? Немножко я слышал, но более подробнее я слышал про Рузаевскую, тоже в Рузаевке, в районе там, станции Рузаевской. Но из документов, опять же, там получилось, что вот эти колонии, они не при заводах, не при ком-то. Это они от какого-то лагеря, от какой-то тюрьмы, но просто людей брали туда на работу, и их содержали в специальном месте, само собой охрана, прочее, но тем не менее они не при заводе числились, а при какой-то тюрьме. При каком-то. Вот В Рузаевке вы при элеваторе имеете в виду, да? Да, да. Так, дальше. Вот там как раз понятно, что они именно работали, привлекали для работы. В принципе, и система ГУЛАГа для этого и
придумано было, чтобы использовать труд вот этих в народном хозяйстве. Да, использовали, настроили железных дорог в севере, которые теперь заросли. Теперь на севере предприятия, никто потом добровольно туда не хотел ехать, когда отменили лагеря. Стали их удерживать повышенными надбавками, чтобы любой ценой их там оставить. И вот так поддерживаем. Кстати, вы согласны с тем, что вот есть как бы экономический расчет, что на самом деле вот экономика лагерная, она была невыгодная, потому что, во-первых, производительность труда была очень маленькая, когда люди под насилием совершали какую-то работу и массовую смертность, и в целом содержание аппарата, который содержание лагеря, он тоже был дорогостоящим, и потом обеспечение железной дорогой и так далее, что выгода-то, вот, которую хвалят гулаговская вот промышленность, она такая мнимая. Ну, я, кстати, не слышал, чтобы кто-то хвалил систему ГУЛАГа и гулаговскую промышленность, и такого я не слышал. Понятно, в любой системе есть плюсы и минусы, и то, что сейчас людей, я бы не сказал, что заманивает надбавками и прочим, наоборот, людей поощряют, стимулируют за те условия, при которых живут. Поэтому это нормально. Ведь не обязательно везде северные, там независимо от места, независимо от производства и прочего, есть параллель, есть где начисляются северные. Неважно, на заводе работает или учителем работает, они все северные получают надбавки. Поэтому это только стимуляция, это не стимуляция не ради того, чтобы заманить, а ради того, что люди здесь живут, работают, и они по-человечески, они должны быть что-то еще добавочно получать. Николай Андреевич, я вот атеист, а вы верующий человек, вы не могли бы Бога попросить свет включить, потому что освещение такое из-за пасмурной погоды, а если бы тут все светилось, мы бы видели вот эту чистоту, которую навели ваши единомышленники. Но тем не менее мы постараемся увидеть и оценить. Вот сейчас вот только при входе вы, хотя вы здесь регулярно бываете, как бы вы могли оценить работу десятков поисковиков? То, что сделано, я был здесь, допустим, в прошлом году, позапрошлом, когда ураган прошел, когда вот эта вся территория была завалена бревнами, завалена валежником, и ни по тропе, ни по деревьям невозможно было пройти. Вот, и поэтому жуткая картина была. То, что сейчас здесь есть, это, конечно, огромное дело. Здесь ребята молодцы, хорошо поработали. Не один раз, они не одну. И не только в рамках этого гранта, и до этого уже приходили, и мы работали спокойно. Нет, да, регулярно, у вас раз в несколько лет, и бывает каждый год приходили. Каждый год, да. Поэтому, сами по своей воле. Вот какой вы климат создали в организации, Николай Андреевич, что люди себя вот тратят вот на общество. Здесь, наверное, даже не то, что на общество, а ради вот этих людей безвинных, которые, наверное, достойны другой участи. И то, что мы немножко делаем, это надо делать. Кому-то надо. Есть у поисковиков стоит принцип, если не я, то кто же. И здесь то же самое. Если можем мы что-то сделать в этом плане, мы что-то делаем. Как вам металлическая ограда? Замечательно. Молодцы. Молодцы. Тоже вроде бы со стороны кажется простое такое построение, а на видео, кто заинтересуется, можно увидеть, как долго требует времени для того, чтобы установить ровно и на правильную глубину. То есть они очень старательно делали, и сама по себе узор и так далее, качество. Скромно, но достойно. Вот теперь уже ясно, вот эти мы боялись, когда бы нашли, мы же обозначали сначала столбиками, потом насыпи сделали вот эти гробья, как бы, потом вот этими
с легами загородили. Только с единственным. Непонятно, здесь не ходит скотина, не ходит, не ездит транспорт, поэтому вот эти ограды чисто для того, чтобы именно это место было видно, это место больше не потерялось. И то, что железная ограда, это вот как раз гарантия того, что именно она не потеряется потом. Вот эта вся территория была в бревнах, была в огромных толстых сваленных на бревнах, через которые надо было продираться. То, что сейчас ребята сделали. Просто поле. Молодцы. Поле. Очень достойно, очень трудоемко, тяжело, но тем не менее они делали. Ну, ребята не боятся трудностей. Если это во благо, то надо делать. Вот там на перекрестке крест нашего с вами роста, высотой, его поставил внук репрессированного в августе 1937 года в Саранске расстрелянного священника. Об этом говорит справка ФСБ. Он переписку вел несколько лет, а до этого он работал Тресвятский Дмитрий Анатольевич. Знаете его? Ну да, он, наверное, ну, может быть, забыли, он в том числе с вами общался, но вы общаетесь с тысячами людей. Вот он работал до этого в Ненецком автономном округе начальником отдела капитального строительства МВД. И там были раскопки, ему там гараж поручили сделать в 90-х годах. Он начал под деревянным гаражом делать фундамент, увидел там захоронение, видимо, и вспомнил о своем деде, и вот решил начать переписку с правоохранительными органами Мордовии и добился того, что все-таки ему дали документ, что именно в Саранске расстрелян, по-моему, 10 августа в полночь, значит, под Советской площадью. Но для того, чтобы... Пойдемте по направлению к другому. Где у нас следующий? Там, да? Вот. А я пока вам расскажу, чтобы это... Потому что подробности они собираются, а потом улетучиваются. Хотелось бы, чтобы они у меня не забылись. Получается, вот он установил первый, на кресте там есть список священников, проходивших по делу, и прихожан, которые были расстреляны вместе с его дедом и репрессированы. Ну вот вы говорили правильно с точки зрения, что все-таки мы не можем гарантировать, что именно здесь, именно эти заключенные, именно вот расстрелянные, это получается с потолка, и мы не можем так, да, безответственно. А по-другому нам еще десятилетия не предоставят данные. Вот такой парадокс. Ну да, ну, наверняка где-то списки есть, наверняка где-то данные есть, но это уже как-то обойти надо, да. И вот подруга его, скромная, и под запись не рассказала, а потом я записал тоже, это надо все. Вот вы, пожалуйста, вот еще одно. Его предстоит еще сделать металлическим, если выделят грант. Ну, 7. Да, 7. И вот она рассказывала, что у нее родители тоже в 30-е годы в Саранске, и она рассказывала такие подробности, что горожане боялись проходить по улице Советской и Гражданской, вот этот перекресток, и даже прятались при виде машины или мотоцикла. И потом она рассказывала, что один вот из чекистов, который работал в 30-х годах, сразу говорю, я против того, чтобы как-то преследовали или негативно относились к родным. Я потом приведу объяснение, почему. Это то же самое, что невиновных людей считать врагами, это то же самое, что родных людей, тех, кто выполнял тогда приказ, который мы сейчас считаем преступным, тоже их родных нельзя преследовать, это безнравственно. И вот она рассказывала. Самих даже нельзя, наверное, потому что они исполняли приказ, они честно делали свое дело. Другой вопрос, что политика сверху, законы и прочие, они их к этому принуждали. Да. Они же от души, они... Мы же и в газетах видим, и по телевизору видим, что когда кого-то обвиняли
приводили аргументацию, приводили доказательства, что действительно он враг народа. И поэтому люди не знают же подноготную всего этого. Поэтому и то же самое и сейчас про человека можно так сказать, и люди, наверное, поверят, а можно по-другому сказать. Плохие тоже могут поверить. Ну, по крайней мере, не в первую очередь нужно обвинять исполнителей, потому что все-таки надо, кто принимал указ, кто голосовал за эти указы и поддерживал, что можно без адвокатов, можно без защиты, без апелляции и без других прав вот, обвиняемого человека. Что, вот, а уж в последнюю очередь тех, кто реально исполнял то, на кого мы все валим. Ну, конечно, все-таки они тоже, Николай Андреевич, виноваты, даже потому что есть правило, нельзя исполнять преступный приказ. Конечно, это легко сейчас говорить, Ну потому да, что тогда... но здесь единственное, надо уйти с этой работы, чтобы этой работой не заниматься. Да, Я бы, допустим, так сделал. И уйти всё. и обычно уйти на тот свет надо было с этой работы. На тот или куда-то, но тем не менее. Потому что известны случаи, когда сотрудники НКВД уходили от исполнения, они или притворялись спившимися, или там вот есть такие объяснения, что он посчитал, что это не, как сказать, несправедливо, и его увольняли и не репрессировали. Кто-то психбольным притворялся, кто-то там самострел делал. То есть это, но на самом деле все общество хотело устроить своих детей в эти организации, поэтому тоже вот не нужно валить. Про общее общество не надо говорить. Преувеличивать, да? Это, А то у конечно, них там нет. привилегии, хорошие надбавки, квартиры. Почему бы ребенка туда не взять и самому не пойти? Нет, думаете, это? Не стремились я работать? думаю, что сейчас, что и раньше, и то, что у кого к чему душа лежит, и если кто-то был водителем, шофером, его никакими деньгами никуда-то не заманить, и если ему не по душе эта работа ради денег, и не всегда люди идут на работу ради денег. То же самое и на эту службу. Это вы правильно. Вы лучше к людям относитесь, чем я, и правильно. Действительно, я не прав в данном случае. Потом вот та подруга рассказывала, что у нее родители один учился на филологическом, другой на математическом. И вот и у обоих прям я думал, что все-таки людей забирали ночью, воронок, прятались, чтобы не... А оказывается, прям во время пар заходили 3 сотрудника и говорят: Иванов, с вещами на выход, прямо во время пары. Не ночью, не... Вот так. Потом, преподавателей так много арестовали, что некому было даже принимать экзамены, по крайней мере, на математическом факультете. И вы, пожалуйста, меня перебивайте, комментируйте. Интересна ваша реакция. Значит, вот боялись проходить вокруг вот здания НКВД на перекрестке улицы Гражданской, сейчас проспект Ленина, и Советской. А вообще вот эта Саранская городская тюрьма построена внутри вот этого гостиного двора. Построили 2 корпуса городской тюрьмы. Сейчас это все снесено. В 1935 году, а осенью 1937, в конце ноября, видимо, подземные лабиринты купеческих подвалов и погребов были переделаны под тюремные камеры прорабом Дунаевым. Это Иларион Сибиряк в воспоминаниях это описывает. И Дунаева, чтобы деньги сэкономить, он пришел к наркому на 2-й этаж кабинет, тот сказал: я принимаю работу. Видимо, это уже новый Красовский, в конце ноября он стал наркомом. И после этого он вышел из кабинета наркома, его завели в соседний кабинет и избили до полусмерти, и бросили потом в тюрьму. И через несколько дней он в камере умер, его похоронили на краю Посопского кладбища на Химаше в декабре 1937 года. Правильно? Сибиряка я читал, что-то воспоминания читал, ну, это его рассказ, поэтому верить, не верить, это может каждый. Да. Дальше у нас в инициативной группе по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии. Давайте ракурс сделаем другой, чтобы зрителям не скучно было. Есть такой человек, кандидат физико-математических наук, доцент Института физики и химии Мордовского университета Владимир Михайлович Кяшкин. Он рассказал, у него отец, макшанский прозаик, член Союза журналистов СССР Михаил Андреевич Кяшкин. Не читали его что-нибудь? Ну, так слышал, знаю, Слышал. но... А то мне мама часто говорит, что все это для тебя уже известно, а ты вот как будто бы что-то новое открываешь. Да. Вот, но я для себя впервые узнаю Мордовию, в которой живу.
И вот он сыну рассказывал, будущему ученому, что в здании НКВД следователи били табуреткой литературного редактора детского журнала «Красный галстук» макшанского прозаика Василия Ивановича Виарда Ардеева, потому что он пришел за товарища узнать, почему он арестован. И его самого арестовали, избивали пытками. И тот во время избиения вспоминал, что в парке громко играл оркестр. Вот. Пойдемте дальше, Николай Андреевич. Насчет Пушкинского парка. Памятник Ленину был установлен в 1935 году в Пушкинском парке по инициативе как раз вот Иллариона Сергеевича Сибиряка, который был после смерти Ленина организатором митинга в Саранске. И они обещали, что мы поставим в Саранске памятник вот в середине 20-х годов. И вот в 1935 году поставили в Пушкинском парке. Он в этом году, в 1935-1936, работал директором Мордовского НИИ языка, литературы и этнографии в Саранске. Именно он организовывал учреждение 5 марта 1936 года в Темниковском районе природного заповедника имени Смедовича, который за год до этого умер, отвечал за заповедники в Советском Союзе. Сибиряк тоже вот арестован в июне 1937-го, около 20 лет сидел. Вот здесь. В июне 1937 года, когда был арестован Сибиряк, был снят с работы и арестован ректор пединститута Антон Филиппович Антонов. После него еще 3 ректоров арестуют. Его расстреляли по делу Мордовского блока 23 мая 1938 года, ночью в подвале НКВД. Ну, вот тоже по моей версии, что он находится в одной из этих мест захоронений, но доказать только по совокупности косвенных признаков я могу предполагать. По совокупности там свидетельств тех, кто участвовал вот в 30-х годах, сотрудников, указывающих на это место, в том числе при разговоре с прокурором Тимошкиным. Ну и косвенное доказательство, что и церковь считает, что здесь установила часовню и поминальный крест, и прокуратура, сотрудники, и МВД установили памятник здесь. Вот еще одно место захоронения. Вот итак, ректор пединститута был расстрелян 23 мая 1938 года. От книги памяти, которую создала прокуратура, известно, кто в этот день осуществлял расстрелы. Вот в Мордовском НКВД. Там есть справка о приведении в исполнение приговора в отношении председателя ЦИК Никифора Григорьевича Сурдина. Николай Андреевич, вот рассказываю страшные вещи, но вы можете не комментировать это, что книга памяти опубликовала прокурорская справку о том, кто приводил в исполнение расстрельный приговор. Начальник 12-го отдела 1-го спецотдела НКВД СССР, лейтенант госбезопасности Шевелов. И позднее работник с такой же фамилией в 1949 году работал уже начальником следственного отдела Министерства госбезопасности по Мордовской ССР. Но вот я хочу сказать, опять же, вот мы вернемся к той теме по поводу, по крайней мере, вот родных репрессированных. Я вот хочу перечислить нашим зрителям людей, которые были детьми или внуками чекистов. И вы увидите, насколько это благородные люди, которые свою жизнь посвятили и общественному просвещению. Вот послушайте. А может и перечислять не надо? Не надо. А все равно интересно. Это уже интересно-то интересно, но вот на это будут по-разному люди смотреть. Кто-то поймет, да, нормальная сенсация не отвечает, прочее, а кто-то наоборот думает, вот он из этой семьи, значит, и он сам такой же. Но они признавались в этом, и они не стеснялись. Если они дали сами согласие на это, тогда другой вопрос. Да. И вот Роберт Рождественский, поэт, да, какие у него стихи, поколения росли, и до сих пор мы видим вот эти высоты. Вам нравится Роберт Рождественский? А то, может, теперь хвалю. Я просто как увидел, сколько... Из тех поэтов Рождественский Евтушенко. Да, Евтушенко я для себя недавно открыл. Какие у них прекрасные, вообще глубокие тексты, столетия, которые будут жить. Потом, одна из 2 главных газет перестройки, «Московские новости», которая открывала правду
о репрессиях, это мы говорим о том, что они не скрывают, не замалчивают правду, а наоборот, они хотят правду привести. Яковлев, редактор, тоже у него отец был чекистом, и даже он своего же отца чуть ли не приговорил к расстрелу. Потому что ну, люди верили в это, и ну, это уже оправдывать их не буду, но то есть вот такой прекрасный сын, видите, он сколько он правды, как он себя посвятил журналистике честной. Виндиктов Алексей, радио «Эхо Москвы», десятилетиями тоже. И историческое просвещение, каждую неделю там по несколько исторических программ, и в целом сколько у них там и журналистов пострадало. Броневой актер, тоже «17 мгновений весны». Виктор Цой, писатель Акунин, Сергей Безруков, актер. Невзоров Александр, журналист. Николай Андреевич, вот в селе Диком Зубово-Полянского района есть памятник в виде перевернутого дуба. Что он означает? Понятия не имею. Ну что-то там какие-то вот были репрессии, и родные дети их или внуки поставили, что, ну, видимо, разновидность акций по продразверстке, по раскулачиванию. Не знаю, это надо их спрашивать. Да, да. И я неправильно, мне надо было, наоборот, рассказать, а я забыл прочитать статью. Потом, Николай Андреевич, тоже не обязательно комментировать, но все равно интересно ваше мнение. У нас есть две улицы в Саранске, которые названы в честь... Если убрать вот из спора те улицы, которые названы в честь деятелей коммунистического движения, вот все, что связано вот, 20 век, это спорно. И действительно, может быть, это общество раскалывает, несмотря на то, что кто-то из них, по одному мнению, очевидно, прав 100%, кто-то не прав, защищает тех или иных людей. Но вот есть террористы 19 века, Желябов и Халтурин, которые прославились тем, что один успешно, другой безуспешно организовал покушение на Александра II, бросил бомбу. И один все-таки удачно организовал покушение. И вот одна из улиц, улица Желябова, она там вообще несколько частных домов, она, видимо, со временем сама по себе исчезнет, и не нужно принимать решение, когда город расширится. А вот Халтурина, она находится между Пролетарской и Батевградской, и зданий там немного. Но вот как вы относитесь к тому, что вот, может быть, компромисс мы сделаем на том, что вот эту улицу, у которой нет социальных групп, наверное, в Саранске, которые бы защищали вот этого террориста и жалели бы. Ну, кто его и дома раскидать между улицами. Такой же опрос никто не проводил, Нет. никто не спрашивал. Поэтому трудно сказать. И ведь, опять же, про любого человека, про любого, особенно государственного деятеля, всегда много разных толкований, разных мнений. И а про тех, кто убивал политических деятелей? Ну, практически возьмем Петра Первого. Замечательный царь, замечательный государь, это правитель наш. Его вспоминаем, отмечать будем, отмечать 350-летие, по-моему, его. Вот. Тем не менее, что за ним грехов таких нет. Однозначно, если покопаться, можно найти. И у любого, без ошибок, говорят, только Бог. Все остальные ошибались. Больше и меньше. Согласен, но два террориста, Николай Андреевич. То есть это же даже не коммунисты, они не коммунисты даже, они даже не социалисты. Смотрите, да. То есть опрос нужен, да? Лет 10 назад вот так бы никто не говорил. Сейчас вот это можно говорить. Стали говорить. 10 лет назад в Праге никто не думал, что памятник Коневу надо сносить. Он освободитель, его благоволили, его боготворили. Он да. освободил Прагу от фашистов. Сейчас этот памятник сносит. Мэр этого района, хотя президент против этого, президент Чехии. Угу. Кто прав из них? Президент прав или вот этот мэр, который там чувствует себя местным фюрером? Кто из них прав? Только сами могут сказать там. И что будет через 10 лет, какое отношение к этому же вопросу опять
спорный вопрос. Поэтому вот борьба с памятниками, борьба с именами, с улицами и прочими, это неблагодарное дело. И говорят, что вот кто борется с памятниками, а улица чьим-то именем или мемориальная доска, это тот же памятник. И кто, если борется с памятниками, это общество нездоровое, это общество слабое. И это, Поэтому мы не видим, допустим, в Германии, чтобы сносили памятники советским солдатам, хотя, наверное, больше они имели прав, чем в Чехии. Чехию освобождали, а там, тем не менее, Германия более цивилизованное, более развитое, более здоровое общество, чем в Чехии, в Польше, в Украине и так далее. Вот поэтому, если мы начнем тоже вот сюда, ударимся, это мы наше общество опять вниз столкнем. то есть Я мы так считаю. помним времена вот после 17-го года и гражданская война, и, допустим, те, кто в Рузаевке, там слухи ходят, что на железнодорожном вокзале слышались там выстрелы, то есть их считают, что там были расстрелы, ну, там были они или в соседних местах были, но действительно период истории кровавый, и как раз в 18 году в Саранске улицу Кутузовская переименовали в улицу Халтурина в честь того, кто неудачно покушался на Александра II, бросал бомбу в него, но так как уж переименовали, то мы теперь до конца света будем эту улицу носить, потому что иначе может мир в обществе, как сказать, пошатнуться, а мир в обществе – это ценность такая, ради которой можно идти вот на уступки, да? Вот именно. И тем более, это история. Это история любого общества, любой страны. Есть разные времена, разные ситуации, разные правители, разный уровень. И от этого никуда не уйдешь. Переписать историю нельзя. Переделать историю нельзя. То, что прожито, это прожито. То, что было, это было. И бороться вот с этим прошлым, это неблагодарное дело, это пустое дело. Наоборот, прошлое надо помнить для того, чтобы не повторять в будущем вот этого. И если пусть отношение такое к Халтурина, хотя у меня другое отношение, даже если это так, то надо его сохранить, надо его помнить, чтобы в будущем не было таких Халтуриных и Желябовых и прочее. И поэтому ведь никто не говорит, что надо вычеркнуть и забыть слово Гитлер, имя Гитлер. Наоборот, надо помнить. Да, из фильмов вырезать. И чтобы вот такой больше не появился. Не допустить, чтобы вот такой появился. Ни у нас, ни там, нигде. Что вам известно о том, что Ежов, когда его Сталин больше 10 лет продвигал по должностям и потом назначил руководителем НКВД СССР, а тот назначил своего друга главного первым заместителем Михаила Петровича Фриновского. А он, оказывается, Фриновский, он как раз организовывал большой террор, именно он связывался со всеми региональными руководителями, вел совещания и звонил, ускорял их, просил преувеличивать план. Он, оказывается, родился в селе Наровчат Пензенской губернии, а перед Первой мировой войной учился в Краснослободском духовном училище. Без комментариев. Без комментариев. Ну, интересно, кто-то должен из Краснослободского, может, какую-то статью написать, взять какие-то сведения из архивов, тоже из любви к истории. Дальше. Когда он родился, родители его и в деревне, никто не думал, что он таким будет. Поэтому он родился, жил и жил. А что такое получилось, это уже другой вопрос. То есть в том числе среди наших земляков есть люди разные. Вот. Руководитель поискового отряда памяти Рамадановского района Иван Алексеевич Селиверстов в ближайшее время или уже, может быть, потому что в августе мы с ним общались, планирует организовать поиск мест массового захоронения репрессированных засадам поселка Липки Рамадановского района. Там тоже была колония по его информации, по информации тех, кто местных жителей. Поддерживаете его, если он уверен? Ну, конечно, это, если есть такое место, однозначно найти
надо найти и надо установить это место. Другой вопрос уже дальше, как облагораживать, как чего. А то, что если человек похоронен, он, ну, не зря же говорят после смерти о человеке или не говорит, или говорит только хорошее. Поэтому Дальше вот такая информация. В Рамаданове, недалеко от нынешней нефтебазы, за железнодорожным переездом, по информации столицы из статьи 2001 года, там они опубликовали интервью с ученым-химиком, который опубликовал документ военного архива. Там на станции Красный Узел стояли еще в 20-х годах, потом их снесли, 4 деревянных артиллерийских склада длиной 150 метров с закопанным под ними боевым химическим оружием, снаряды с фосгеном и ипритом. Таких брошенных свалок в СССР более 500 мест. Как вы относитесь к тому, чтобы найти, удостовериться там ли это до сих пор? Потому что в центре Рамаданова вдруг это все там сдетонирует или как-то отравит я не почву? думаю, что там будет, потому что все это военные, и если у военных что-то закрывается, они обязательно демонтируют, обязательно увозят оттуда. Я уверен, что там нет этого. Уверены. Ну, проверить мы не имеем права, это только военные могут проверить, потому что если что случится. Но сомневаюсь, что военные допустят, чтобы что-то осталось. Тем более такие снаряды